Всем привет, меня зовут Аина и добро пожаловать в мою жизнь. Сегодня будет необычное видео, знаете, я буду вам показывать всю подноготную моей сраной жизни, чем я занималась этим летом, что я делала, как болела, работала, не понимала и страдала. Ладно, шутка. Не знаю почему, но мне захотелось снять вот такой вот а-ля лайфстайл формат, хотя я не планировала вообще выкладывать это видео. Как получилось, так получилось. Покажу свою жизнь, да, не всегда же я буду делать какие-то обзоры, или не всегда же я буду снимать мистику, да. Давайте мы попробуем поиграться форматами и посмотрим, что с этого выйдет. Будет ли интересно вам, будет ли интересно мне, мы посмотрим сегодня. А я желаю вам приятного просмотра. Доброе, холодное утро. Отогреваюсь на улице, потому что дома такой дубак. Мой транспорт. Может, видео еще горизонтально снимать, чтобы как-нибудь сколотить видос на YouTube, чем я буду заниматься в ближайший месяц. Хоба! Я буду работать хлопушкой или помощником режиссера в съемках какого-то фильма. Почему какого-то? Потому что я еще не знаю, я еще понятия не имею, что за фильм и вообще что будет дальше. За окном дождик. Вы не представляете, как здесь холодно, на улице теплее. Я сегодня пропустила первый завтрак. Сразу поеду к 10 на съемочную площадку. Если честно, то мне вообще страшно, потому что я ни хера не знаю, ни хера не умею и не понимаю. Но мне вчера сказали, что я все почувствую там на месте и все будет классно. Надеюсь, что это будет именно так. Смена, говорят, будет 12 часов, то бишь с 10 до 10 часов вечера. Чует мое сердце, я приду сегодня к вам, расскажу свои первые впечатления и просто я не знаю, как я буду себя чувствовать. Поживем, увидим. Забыла вам сказать, что я живу здесь одна. В этом доме никто не жил 2 года, и это дом моей сестры. Я не знаю, показывать ли вам вот всю мою бытовуху, как я вообще живу, как бич сейчас, по крайней мере. Ну, по крайней мере, да, посмотрите, как мы соорудили умывальник. Вчера родители приехали и помогли чуток. Выживаем как можем, мне не впервой, потому что я девка деревенская, как бы вообще no problem. Я хочу скорее, в общем, чтобы сегодняшний день прошел вот так вот, по щелчку пальцев, чтобы не страдать, закончить все это, чтобы все это закончилось. Эстетика, вайб. Чисто приехала сюда кататься на велике, да? Раз, два, три. Народная комедия «Кандидат». Возвращение детства. Bir, iki, üç. Раз, два, дубль 2, 3. Burada sadece kaldı. Tôi bảo Первая смена окончена. Это было жестко. Внимание, смена длилась 12 часов. Просто нахрен умерла. Мне капец холодно. Сегодня весь день капал дождь, завтра будет +9. Я не знаю, как я выживу. Я зашла домой. Лежу, отдыхаю. В общем-то, у нас сегодня был первый съемочный день. Помню, как с утра я сказала, чтобы все это прошло как можно быстрее. 12 часов эти я прочувствовала очень долго. Как будто реально 12 часов. Больше устала от велика. У меня просто ужасно болят ноги. У меня атрофировали все мышцы, и проехать буквально 1 километр для меня на велике это капец как сложно. Такие вот дела. В целом, что я делала? В целом, я была хлопушкой, отмечала кадры, хлопала в кадре. Все. В целом-то я ничего и не делала, но почему-то вымоталась и устала, как собака сутулая. Я надеюсь, что я привыкну, пару дней поною, скорее всего, уже будет полегче. Но все же в целом мне все понравилось,
все нормально. Больше, скорее всего, этот влог будет ориентирован на меня, ну, на мою реакцию, на мои мысли. И будет ли интересно это кому-нибудь смотреть, я не знаю. Но если вы смотрите это видео, значит, я все-таки решилась и выложила. Ну, скорее всего, ради галочки, чтобы вот. И такое было в моей жизни. Ладно. Второй день. Второй день дается мне очень тяжело. А вот это вот исчадие ада. Хочу просто посидеть. И знаете, мне больше тяжело от того, что холодно. Реально холодно. На мне 3-4 слоя одежды. Если бы не было так холодно. Это так тяжело, оказывается. Жить в холоде. Я, конечно, не буду записывать свой каждый день. Первые 2 дня отсниму впечатления свои, а потом уже буду снимать по мере необходимости. Будем держать связь вот так. Что вообще происходит со стороны? Она кабы только нам она не надо. Балика. Так, Дера. Камера. 13.1.2. Привет. Сегодня прошел 3-й день. Или 2-й день. Сегодня прошел, оказывается, только 2-й день. Наша смена длилась около 14 часов. Я очень сильно устала. Но устала не из-за смены, а по большей части из-за моего велосипеда и из-за моих ног. Просто невозможно передать боль, которую ощущают сейчас мои ноги. Я зашла домой и даже расплакалась из-за того, что мне очень сильно больно. И я не утрирую, реально. Я подозреваю, что ночью мои ноги будут просто гореть адским синим пламенем. 2-я смена закончилась, и что я могу сказать? То ли время так долго идет во время смен, прям очень долго, и как будто мы уже снимаем целую вечность. Но прошло только 2 дня. Я все еще верю в то, что потом я к этому привыкну. Привет. Забыла сказать, что дома стало, слава богу, тепло. Я сегодня спала в тепле, включили отопление. Могу себе позволить лежать на полу. Хотя бы, да? Кадра вонна шахтарар кыл сулус телевидение. Күндү кыл сулус вактактыра көрәчүләр бет. Үчүгө хонун балыктан бүтүн ден. Үчүгө хонун кепси. Этегел. Инна вакты мен слишком ина. 오늘은 뭐 상어 애들들께 소리를 하나다. Так, ребята, начинаем. Мотор. Камера. 1-1-3. Начали. 어떤 애였어? Твой. Bekle sağlığına. 어떤 애? Так, здесь. Они это так. А? Ата гыйдык тахар. Так, молодцы. Молодцы, береги, чтобы это берег рам, Она там канал, там. Жоло. Оннати турарга хананным этуара коласта турарга хананным. Турар бол. Мен бұл варға. Мен турар бол. Hi, hello. Сегодня закончился 3-й день. Уже намного лучше. Я не настолько сильно потрачена, как вчера, потому что я ходила пешком, а не на этом исчадии ада. И мы сегодня закончили пораньше. Не как обычно по 12 часов, а всего лишь 11. Самое плохое — это то, что я заболела. Эта девочка не знает, что ее ждет в будущем, и что она заболеет еще не раз за это лето. Я с собой не взяла никакую аптечку, но благо у команды был один пакетик терафлю. Я его благополучно забрала с собой. Сейчас буду его пить. И пить горячий чай.
Стабильная газ, Таня. Быстрее можно ехать. Трактор şimdi gen geliyor, onun oraya. Все, давай, начинаем, ребята. Как ты себя видишь? Все. Все, так, мотор. Мотор идет, тишина. Камера. 15-2-4. Начали. Bu çıkınca Anton olduk bu oldu. Daha fikri bol. Bak dur da. Bileyim rapıttı da. Gün oraya oldu. Рассказываю. Что? Зачем я включилась? Прошел 4-й день. Боже мой, что с моим голосом? Я заболела. Но знаете, что меня радует больше всего? Это то, что мои ноги перестали болеть. Только так. Добрый вечер. Продолжая свой влог, который, скорее всего, никогда не выйдет. Пью терафлю и скоро лягу спать. Мне кажется, что самые тяжелые дни прошли. Самый мой пик вот этой вот грустинки пришелся, кажется, на 3-й день. Сегодня был выходной, я съездила в город, переночевала там, и завтра с 12 у нас тоже начнутся съемки. Наконец-то немножко протерла стол, убралась вон там. Наконец-то там что-то подмела пыль, посыла помоду. Еще перекочевал мой умывальник сюда. Завтра будет, надеюсь, все нормально. Я искренне на это надеюсь и верю в то, что будет все хорошо. Простите, давайте столкнемся, извините. Не можем стопаться не будем. О, конечно, видно, молодец. Давай, Степана Степановича! Помаршу удеть! Что по качеству? Хай. Это я уже не знаю, какой по счету день. Ну, прошла неделя и 2 дня съемок. Осталось примерно половина. Ну, больше, чуть-чуть больше половины. Я приехала домой. Что хочу сказать, сегодня был, наверное, самый лайтовый день. Не знаю, может потому, что я просто привыкла. Было холодно, прохладно, и мы не так уж и сильно замерзли, потому что снимали как и дома, и так и внутри. В целом нормально. Только посмотрите на это же облако. Вообще на пейзаж. Отсюда это выглядит... О, там, по идее, дорога, но ее не видно. Поехали! Нормально. Добрый день! И снова привет! Давно не записывала видео. Возвращаюсь, каюсь. Сегодня выходной. Второй выходной за все время. Прошло 2 недели. Я думала, поеду в город, нормально помоюсь, приму ванну, постираюсь, приду в порядок, отсплюсь. Но я настолько устала и задолбалась, что решила, все-таки я останусь здесь. Помою одежду руками. Это, наверное, было лучшим решением за последние дни. Вот. Отдыхаю, лежу параллельно, нарисовала. Короче, все-таки мои проблемы с коммуникацией, они прям чувствуются, ощущаются. Все-таки это прям, оказывается, моя ахиллесова пята. Я это, конечно, знала, но зачем я это вам говорю? Потому что мне не о чем говорить.
Я за это время прям разучилась разговаривать, потому что все время я смолчу. На самом деле много мыслей в голове, они как большой ком, туча в голове обитают и никак не могут нормально вот так вот сформироваться во что-то единое целое, что-то понятное. Все как-то непонятно и как-то странно. Вообще работа в кино меня не так уж и сильно удивила. Ну, то есть первые дни, даже вот перед самым первым днем, когда я записывала этот влог, я думала, вот, посмотрю, офигею от жизни. У меня прям был какой-то мандраж, мне было очень страшно. На протяжении вот всего того времени, как мы снимаем кино, у меня чувство такое, что мы снимаем один большой скетч. И это не кино, а как будто какой-то, ну, любительский ролик. Почему-то такое чувство возникло. На улице благодать. Время рассказать плюсы, да, всей той штуки, в которой я сейчас варюсь. Есть в съемках своя какая-то отдельная магия. Особенная атмосфера, я бы сказала, когда все в команде понимают, пытаются как можно быстрее все дело решить, там, обдумать какие-то вопросы. Это мой первый проект, и я работаю очень опытными взрослыми людьми, с которыми я никогда не подумала, что буду когда-либо в своей жизни работать. Но все-таки это произошло, и я вот вижу, как они работают, как они ведут себя в работе, их опыт. Я вижу новое, как бы перенимаю опыт. В целом снимать на природе, в деревне, оказывается, очень красиво. Несмотря на то, что очень много комаров, капец жарко. И жить одной на даче, в деревне. Для интроверта это просто идеальные условия жизни, я бы сказала. Я бы здесь жила, ну, летом. Ну, в целом, как-то так. А далее мы перейдем в закадровое повествование, потому что на этом моменте у меня остались только отрывки, маленькие сторизы с тех дней лета, которые у меня успели сохраниться. Например, в один из таких грустных дней ко мне пришла моя подруга, и мы немножко погуляли. Вот Милена. Красота тектюра. Немножко страдает. Немножко таралардыда нагла. Там и хилдера инани яттри. Да башы ятты бу. Аллах куддары көтен бараллы. Возвращаемся домой за комаринкой. Да. Дün 2 час. Тапочкалыктайт. Үстү. Айына төлөмөт. Жүрүң Песок да. Песок, ага. Кытанак да. Ага. Эс. Жигине уашы кыпкыркыл. Динем. Ол бакаларым. Чимде? Аня. Жигине кыптадынды. Фи, кри. Это кто? А вот этот день погода была просто бешеной. Сначала выпал огромный град, после этого начался жесткий ливень. Был грибной дождь, а затем обычный дождь вместе с громом и молниями. В общем, этот день запомнился жестко. А я не успел. Всем привет! Пришла со смены. Ну ладно, начнем с того, что, во-первых, оказывается, чем ближе конец проекта, тем сложнее снимать, тем меньше ты становишься продуктивным и производительным. Ну, не знаю, в данной команде, в данном проекте вот почему-то так. Уже после съемок я немножко подсняла кадры моей очень спонтанной поездки в Булгунь-Ахтах. Я туда поехала полоть картошку, вообще не в тему. Никогда там не была, вот поехала, увидела реку Лену. Было супер жарко, что сказать, но было очень прикольно, конечно. Я даже немножко искупалась на речке, несмотря на то, что я не умею плавать. Үрдердим, все, катахпын үрдердим. Тур.
я открыла свой сезон именно там. Раскрою вам сюжетную линию про мои отношения с велосипедом. Все-таки рано или поздно ненависть переходит в любовь, как говорится. И все-таки, да, я уже под конец этих смен после съемок смирилась, полюбила велосипед и даже поехала кататься на велике добровольно. Спорт — это жизнь. А что вы делаете с утра? Ладно, шутка. Поздравьте меня. Это все закончилось. Я приехала с последней смены. У меня нет вообще ощущения того, что это закончилось, то, что мы поставили точку. Очень смешанные чувства от того, что это все закончилось, и от того, что я там была. До конца не могу понять вообще, что было, что это было. В общем, странно. Но я, несомненно, рада тому, что все это закончилось. Эти дни, они были просто сумасшедшими. Я, наверное, буду еще от этого отходить долго и все это переваривать. Я просто сейчас очень сильно опустошена. Тут что-то есть, и это все время мешало. Теперь, наверное, получше. Немножко грустно, оказывается. Ну что ж, давайте мы перейдем к самому интересному, по крайней мере для меня. За это лето я успела заболеть то ли ветрянкой, то ли краснухой, то ли еще каким-то сраным вирусом. Я не знаю, чем я переболела за это лето, но 1/3 своего лета я просрала, лежа в кровати, не в состоянии встать. Это реально было. Да, я до сих пор отхожу от этой болезни. Последствия очень какие-то странные, непонятные, неприятные. Например, мои ногти, они выглядят прямо сейчас вот так. Что это было нахрен? Но это точно был какой-то непонятный вирус. Ходила в одну клинику, в другую клинику, врачи говорили то, сё. Месяц август прошел вот просто как по щелчку, потому что я его пролежала у домашних. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, да, я прям как следует, можно сказать, отдохнула. Но с другой стороны, просто я как будто еще сильнее истощилась. И это лето прошло настолько странно, вот просто насколько оно могло быть странным. Ну а сейчас я себя чувствую нормально. Даже нашла в себе силы смонтировать этот ролик. Да, со мной все нормально. Я снова заболела. Я снова заболела спустя месяц. Нет, ну на самом деле прикольно говорить таким низким голосом, если не учитывать того, что это очень больно. Давайте будем находить плюсы во всех мелочах жизни. Ну ладно, я отключаюсь, пойду лечиться. Ну, в общем, такие вот дела происходили этим летом со мной. Не знаю, чем завершить этот ролик, но просто скажу вам, не болейте, цените свое здоровье, занимайтесь спортом, любите велосипед, иначе будете страдать, как я. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И с вами была я, Аина. Пока.